Здравствуй, мир! Привет, республика! В эфире программа «Студия-11». Каждый будний день мы встречаемся с вами в это время для того, чтобы поделиться интересными материалами. Сюжеты о нашей любимой коме мы собрали специально для вас. И все для того, чтобы вы улыбнулись. Каким же будет наш сегодняшний выпуск, расскажу прямо сейчас. «Маме» Свет Настасья спела песню, которую написали наши земляки. До, во время и после. Массаж, после которого спортсмены скажут спасибо. Снежный кайтинг. Как развлекаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Наши земляки из Зеленца создали красивую песню. Она привлекла внимание известной исполнительницы, участницы шоу «Голос» и финалистки программы «Новая звезда» Свет Настасья. Проникновенный текст, волшебный голос, мелодичная музыка и органично вписывающиеся в эту композицию звуки гуслей. Все это песня «Маме». Северин Арпа узнал, как она создавалась. Родилась я под звуки метели в старом доме в сибирском селе. Они маминым голосом пели колыбельные ласково мне. Яблоко я им подпевала в деревенской старинной избе, и метель мне мой путь вышивала тонкой ниточкою по судьбе. Исполнительница Анастасия Шугалей родом из Алтайского края. С одним из создателей песни Александром Ольхименком они учились в одном петербургском вузе. Она однокурсница его жены, поэтому и лично, и творчески давно знакомы. Но изначально песня родилась совсем для другого артиста. Моя жена делала сольный концерт, и для ее сольного концерта было написано 2 песни. Одна из них вот эта песня «Маме». Когда я прочитал ее у Галины Ильиничны в сборнике, я нашел такую общую связь, потому что и я, и жена, и дети, и мамы, и бабушка, они все зимние, и Галина Ильинична на зиму родилась. И вот так получилось, что написал минусовку, и она была исполнена на концерте. Уже после концерта Александр поделился записями нескольких песен с Анастасией, и ей понравилось именно это. Больше всего композитор оценил необычный подход к исполнению. Решил сделать вот такой клип именно под гусли, что необычно на сегодня, потому что сегодня очень много исполнителей, которые играют на гитаре, но что на гуслях таких мало. Что касается слов, которые вдохновили молодого композитора на создание песни, то их автор – зеленецкая поэтесса Галина Дербенева. Свой творческий путь она начала в далеком 1983-м. Тогда она сильно переживала потерю родителей. Я просто уходила в лес, в березовую рощу, гуляла там. И вдруг я поняла, что у меня складываются строки какие-то. Галина Ильинична Дербенева родилась в семье фронтовика. Отец прошел всю войну, был сильно изранен, поэтому основную заботу о семье на себя взяла мама. Жили очень трудно. Я видела, как папа не мог помогать семье, а мама взяла все на себя. Небольшого роста, хрупкая женщина, 4 детей, свое хозяйство и ферма. Ферма огромная, руками всех коров доить, 10-15 коров. Вот. И это она все тащила на себе этот воз. Галина Ильинична мечтала стать библиотекарем или учителем начальных классов, но пришлось помогать матери на ферме нянчиться с братьями. Все это, а также многие другие события в стране отложили свой отпечаток на творчестве поэтессы. Ее стихи – это произведения для детей и взрослых, о малой родине, патриотизме. Пишет зеленчанка и о событиях на Донбассе, но в последнее время все больше получается стихи для песен. В сотрудничестве с Александром Ольхименком родилась не одна музыкальная композиция, и, похоже, на достигнутом никто останавливаться не собирается. У меня еще есть известные исполнители, не буду раскрывать карты, с которыми тоже есть у меня дальнейшие планы, я уже скидывал им некоторые песни. Постою под березкою, перейду под сосеночку, за красою неброскою вслед шагну по проселочку. Всюду родина милая, всюду мой отчий дом, наливается силою хлеб в полях за селом.
Всюду Родина милая, всюду мой отчий дом наливается силою за село. Занятия спортом всегда сопряжены с риском получения травм. И я говорю не только о серьезных проблемах. Дискомфорт доставляют, казалось бы, мелкие неудобства, усталость, болевые ощущения и даже растяжение мышц. Поэтому и любителям, и профессионалам рекомендуют обратить внимание на спортивный массаж. В чем его плюсы, узнала Алена Туркина. Екатерина, спортивный массаж – это такое явление, которое нужно делать по факту, или он подойдет каждому спортсмену? К сожалению, в нашей российской практике спорта далеко не каждый спортсмен пользуется спортивным массажем, но по факту он нужен всем. То есть спортивный массаж – это отдельное направление в массаже, которое рекомендуется спортсменам для 3 целей – перед тренировкой, во время тренировки и после тренировки. Я думаю, что само понятие спортивный массаж требует такой расшифровки. Он отличается ли чем-то от обычного массажа? Какие у него есть отличительные черты? Спортивный массаж вообще вышел из обычного классического массажа и был перестроен под нужды спортсменов. Особенность спортсменов в том, что у них большая мышечная масса, и эти мышцы обычно очень, как говорят массажи, забиты. То есть они плотные, твердые и объемные. Соответственно, в спортивном массаже много техник, которые прорабатывают мышцы более глубоко и более интенсивно. И в зависимости от целей массажа, если он делается, например, перед тренировкой или перед соревнованием, там больше разогревающие действия, которые будут улучшать кровообращение в мышце и стимулировать ее к работе, чтобы спортсмен хороший результат показал. А если это массаж, который делается после тренировки, то его задача другая. Мы будем делать массаж, чтобы расслабить мышцы, снять с них лишнее напряжение и чтобы мышцу привести в рабочее состояние, убрать вот эту лишнюю нагрузку. А для растущих спортсменов актуален ли такой спортивный массаж? Да, конечно. Вообще период подростковый для спортсмена, он всегда такой ключевой. То есть спортсмен либо начинает очень интенсивно развиваться в спорте и выходит на пик, либо по каким-то причинам меняет спортивную деятельность или заканчивает карьеру. В этот момент массаж может помочь спортсмену молодому, развивающемуся, добиться определенных результатов. То есть если специалист по массажу подобран грамотно, и он знает, что он делает, он поможет спортсмену нарастить свою силу, нарастить мощность мышц и остаться в спорте на должном уровне. Мы сейчас в основном говорили именно о показаниях к спортивному массажу, но есть ли те, кому такой массаж не подойдет? Противопоказания для спортивного массажа точно такие же, как и для любого другого. То есть это воспалительные заболевания в остром периоде, это какие-то повреждения кожных покровов, то есть, например, если травмы или ссадины, в этот момент массаж делать нежелательно. Любые инфекционные заболевания, какие-то системные заболевания организма, но обычно в спорт уже потом с такими заболеваниями и не идут, поэтому спортивный массаж и не будет делаться. Вот. Ну и все общие абсолютные относительные противопоказания, то есть там нельзя делать массаж при онкологических заболеваниях, при высоком давлении, там, при психических расстройствах, то есть вот такие какие-то вещи, они являются общими для всех видов массажа. Дома такой массаж можно ли повторить, например, родителю, ребенку своему или просто какому-нибудь знакомому сделать? Конечно, можно. Сейчас существует огромное количество курсов, они достаточно доступны по цене, и если вы мама спортсмена, который планирует свою карьеру, допустим, и вы только начинаете спорт, можно на эти курсы сходить и научиться. Другой вопрос, что опытный специалист сможет подобрать более правильную технику, где-то дать нужные рекомендации, потому что человек, который владеет техникой спортивного массажа, обычно что-то еще знает о спортсменах, помимо того, где какие мышцы у них расположены. То есть он может дать рекомендации по нагрузке, где нагрузку с какой мышцы снять или наоборот добавить. Существует мнение, что спортивный массаж очень специфичен, говорят, что он болезненный. Так ли это или это миф всего лишь? Это миф. Существуют разные техники спортивного массажа. Например, человеку после физической нагрузки интенсивные техники массажа не показаны. То есть там используется вытяжение, расслабление, вибрация. И если такому человеку после интенсивной физической нагрузки, например, человек полумарафон пробежал, ему начинают делать интенсивное разминание мышц, у него может даже случиться судорога из-за этого. Екатерина, спасибо вам большое за то, что стали таким нашим проводником в мир массажа. Приходите в гости.
В Ноябрьске соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа кайтсерферы тренируются на озере Ханто. Для катания необходимо всего ничего – большое открытое пространство, воздушный змей и ветер. Попробовать себя в этом могут и взрослые, и дети, ведь здесь важен совсем не возраст, а вес. Сколькими килограммами живого веса нужно обладать, чтобы на кайте не унесло ветром? И как же быстро можно научиться управлять парусом? Об этом в нашем следующем сюжете. Чем сильнее ветер, тем больше азарт. Во время этой тренировки ветер юго-западный 4 метра в секунду. Ловить надувным парусом потоки воздуха при такой скорости непросто. Зато легко парафайлом, мягким тканевым крылом. Есть свои сложности, но есть и плюсы. Вы вот заметили, что не летают практически надувные кайты. В небе не держится, а этот за счет сложной растроповки и веса он практически летает. Можно покататься, выходной день классно провести. Тарас Худяков – один из опытных спортсменов в Ноябрьске. Впервые укротил ветер больше 10 лет назад. Тогда же и пришел в кайт-клуб. Сейчас Тарас и другие кайтсерферы готовятся к очередным соревнованиям. Ближайшие пройдут в Сургуте, в Ярсале, а также в Ноябрьске, как только задуют весенние ветры. От себя планку на середину и тяни стропу одну руками. Научить новичка владеть кайтом – дело пары занятий. Это точно знает инструктор и руководитель Ноябрьского кайт-клуба «Северный ветер» Константин Белицкий. Следующий этап – синхронизировать два процесса – управлять одновременно парусом и лыжами или сноубордом. Управляешь кайтом, теряешь контроль за лыжами или сноубордом. Управляешь сноубордом, теряешь контроль за кайтом. И чтобы вот это вот навык появился, это нужно время. Рамис впервые пробует управлять кайтом. Молодой человек недавно переехал в Ноябрьск из Башкирии. Там он 4 года активно занимался сноубордингом. Решил, что сноукайтинг поможет и на Крайнем Севере не расставаться с любимым спортом. Когда я узнал, что можно совмещать сноуборд и парашют, то я даже не раздумывая сразу пришел. Мастер-классы по сноукайтингу проходят каждый вторник и четверг. Сейчас в клубе состоят 25 взрослых и 10 детей. Молодежное объединение организовали в Центре активного отдыха. Главное условие – не возраст, а вес – не менее 45 килограммов. Меня папа привел в кайтинг, он очень интересовался этой темой. Ему прям хотелось научиться, и вот на 23 февраля ему подарили сертификат. А потом он меня привел в кайтинг. Я уже катаюсь, все хорошо, участвовал в соревнованиях в прошлом году, занял 1 место. Когда морозно и безветренно, базовые навыки дети и подростки отрабатывают на виртуальном тренажере, а в подходящую погоду все выходные и праздники кайтсерферы проводят на озере Ханто, и здесь по-настоящему укрощают стихию. Еще больше новостей о финно-угорском мире вы можете узнать из программы наших коллег. Финно-Угория выходит в эфир сегодня в 19:00 на Юргане. Инфопутешественники, прямо сейчас мы на середине нашего увлекательного пути. Небольшая пауза и продолжим. Нам есть еще о чем поговорить. Не переключайтесь. И снова привет! Студия 11 продолжает свое вещание в эфире нашего телеканала. Новостей много, поэтому терять время не будем. Вот краткий план нашей второй 10-минутки. Богатство Тимана. Ученые Коми научного центра прослыли настоящими золотоискателями. Таланты 21 века. Опыт и юность встретились на одной сцене. Синдром незавершенного дела. Как избавиться от тревоги? Сегодня отмечается День российской науки. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, которые решили посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. Мы поздравляем всех причастных. По этому поводу решили заглянуть в Коми научный центр. Там нам рассказали немало интересного. Уже почти с самого открытия КНС ученые исследуют золото, которое можно найти на нашей территории. Об истории золота Коми, об экспедициях и многом другом команде студии 11 рассказали ученые-геологи. Николай Карамзин в историческом трактате «История государства российского» сообщал, что первая монета из отечественного золота была отчеканена в 15 веке из цилимского драгоценного металла. Талер с изображением святого Николая Иван III подарил своей дочери Феодосии. Прошло 6 столетий. Сегодня промышленная добыча золота на территории Коми не ведется, но перспективы в этом деле есть. Промышленное золото сейчас известно у нас
вот в Винчинском районе, в этой части, на территории Приполярного Урала. Там находится единственное недавно открытое месторождение золота, то есть там, где действительно золото добывать рентабельно. Называется оно Чудное. Кроме этого района, промышленные концентрации золота известны на Тимане. Вот наш Тиман, как видите, он выделяется такими черточками. Здесь известно 3 промышленные россыпи золота, то есть вот то золото, которое находится в долинах ручьев, рек. 2 россыпи частично уже отработаны. Группа ученых, в состав которой входит Михаил Сакерин, изучает тиманское золото с 2017 года. За это время им удалось не только подтвердить результаты предшественников, а институт занимается этим вопросом практически с начала своего существования, но и напасть на след коренного золота, металла в горной породе. Геологи привезли из экспедиции рассыпное золото. Это вот в речках, в рассыпях, ну, как вот геологи говорят, псифитах, конгломератах золото расположено. Его оттуда извлекают разными способами. Ну, самый простой, нам известный, промывка, проведение шлихового опробования. Вот, рассыпное золото, вот такое оно. Оно уже как бы извлечено природой из вот этих объятий руд. Шлихование – процесс достаточно увлекательный, но совсем нелегкий, причем буквально. В 20 килограммах породы можно обнаружить лишь микрограммы золота. Речные отложения, представляющие собой смесь гальки, песка и глины, промывают прямо в реке. В конце в лотке остается так называемый черный шлих. Именно в нем концентрируются ценные металлы, такие как платина и золото. Этот процесс нам продемонстрировали в условиях кабинета. Нет, вот она на краю. После промывки и извлечения золота из черного шлиха его изучают самыми разными способами. Например, с помощью электронного микроскопа находку можно детально рассмотреть. Прибор увеличивает золотинку в 1 000 000 раз. На данном экране мы видим золотину. Она всего лишь 100 микрон. Это 0,1 миллиметр. Очень мелко, и мы можем очень детально его рассмотреть. На самом деле я могу уменьшить, как мы видим его на поверхности. Это вот эта вот маленькая шайба, и на ней маленькие золотины. И вот глазами его не видно, но мы можем увеличить и уже более детально рассмотреть, какой она формы, есть ли включение в золоте, состав золотины, сколько в нем серебра. Эти знания помогают в дальнейших исследованиях. По сути, указывают ученым, в каком направлении двигаться. Согласно информации на официальном сайте республики, запасы рассыпного золота в Коми около 40 тонн. А ожидаемые запасы коренного золота месторождения Чудного на Приполярном Урале приближаются к 100 тоннам. Но вести разведку и добычу нельзя. Площадь месторождения находится в национальном парке Юга-2. Геологи шутят, что это золото припасено нам на будущее. Кто знает, возможно, так оно и есть. Заречье. Казалось бы, от Сыктывкара рукой подать, но жизнь там совсем другая, не столичная. Деревянные домики, гуси, козы и прочая живность по улицам курсируют. В общем, красота. Всю прелесть этой самобытности запечатлел фотограф Олег Дерябин. Таланты 21 века – это традиционный праздник юности и опыта. Одаренные дети нашего края получат уникальную возможность выступить с единственным в Республике Коми симфоническим оркестром, коллективом театра, оперы и балета. О том, как пройдет концерт молодых исполнителей в этом году, расскажем в нашем следующем материале.
Вот уже в 8-й раз проект «Таланты 21 века», а точнее финальная его часть, будет проходить в стенах Театра оперы и балета нашей республики. Давайте все-таки начнем, Степан Павлович, с отбора. Когда он начался, сколько заявок было подано и сколько в итоге прошли, вот так вот скажем, до конца? Более 50 заявок было подано в этом году. Из них 12 человек у нас участвуют в концерте. Это 11 концертных номеров, потому что один концертный номер в дуэте девушки играют. На выставку отобрали 27 работ. 39 человек. Откуда эти люди? Какова география проекта? Это и Воркута, и Печора, и Усинск, и Емвы, и Сыктывкар. Но на самом деле можно сказать, что вся республика, потому что помимо музыкальных, художественных школ, школ искусств и колледжа искусств, принимает участие гимназия. То есть говорит о том, что так как колледж и гимназия – это те учреждения, которые собирают всех талантов со всей республики, то у каждого региона, у каждого города была возможность принять участие в проекте. Я думаю, что когда люди с опытом и, так скажем, молодость встречаются на одной сцене, получается что-то невероятное. Вот для ребят, которые будут участвовать сегодня уже в финальном концерте, вот по вашему мнению, какие знания дают вот именно работа с более взрослыми коллегами? Это уникальнейший опыт, потому что, выходя на сцену с симфоническим оркестром, ребята переживают и эмоции. Во-первых, это очень серьезная подготовка самих ребят, подготовка их руководителей, концертмейстеров, к такому серьезному вызову. И после этого это некая точка отсчета, когда они понимают, что можно еще расти, есть возможности, есть интересные проекты, поэтому они стремятся и неоднократно быть в проекте «Таланты 21 века». Допустим, вот в этом году уже 4 участника, которые не первый раз участвуют. Как один из примеров, Евгений Зуев, это студент колледжа искусств, в прошлом году с ансамблем ударных инструментов принимал участие, а в этом году уже сольно с оркестром. Я думаю, что стоит сказать о тех ребятах, которые участвовали в первых «Талантах 21 века», 8-7 лет назад. Они уже, наверное, достаточно взрослые. Вот как им помогло участие в этом конкурсе? Где эти ребята сейчас? Многие ребята после проекта «Таланты 21 века», после окончания колледжа искусств и музыкальных школ, поступая в консерваторию, успешно их оканчивают. И я не совру, сказав о том, что потом трудоустраиваются в ведущие театры нашей России. Каждый год «Таланты 21 века» дарят нам не только возможность познакомиться с по-настоящему интересными ребятами со всей нашей республики, но еще вы дарите нам сюрпризы. То есть мы удивляемся, мы радуемся. В этом году какие-то такие моменты будут, которые наповал просто всех сразят. Не секрет, что в этом году 150 лет мы отмечаем Рахманинову, и в финале нашего концерта прозвучит первая часть первого фортепианного концерта, исполняет Марта Сухарева, студентка колледжа искусств. Она сама выбрала или это как-то ей помогли? Конечно, с преподавателем они, когда готовились, они выбрали именно это произведение. Но так удачно совпало, что достойный номер, чтобы пройти в проект, и, соответственно, достойный номер, чтобы завершить концерт. Ну и мы сейчас находимся в фойе Театра оперы и балета. Внимательный зритель наверняка заметил, как здесь красиво. Эта выставка, я смотрю, разножанровая. С 2019 года приняли решение о том, что помимо самого концерта в проекте у нас еще и есть возможность выставиться художникам Республики Коми. Это учащиеся из школ искусств, художественных школ, средних специальных учебных заведений. И цель выставки – показать самые интересные работы, с одной стороны, с другой стороны, показать самых интересных и талантливых художников и дизайнеров. И помимо того, что она многожанровая, представлены различные техники исполнения, и мы еще в этом году больше добавили дизайн-проектов для того, чтобы показать, что вот искусство изобразительное, дизайнерское, оно тоже очень интересно, и посетителям концерта будет очень интересно провести время во время антракта. В этом году выставка, после того, как у нас завершится концерт, продолжит экспонироваться в стенах гимназии искусств. И можно будет целый месяц еще в выставочном зале гимназии ее увидеть. Вот это я понимаю, по-настоящему культурное погружение. Сегодня в Театре оперы и балета. Во сколько? В 18:30. Всех ждем у нас на концерте и выставке. Спасибо вам большое за информацию. Спасибо. Мысли о незавершенных делах способны не только повысить тревожность, но еще и помешать заниматься текущими задачами.
Это следствие так называемого эффекта Зейгарник. Способности мозга сильнее фокусироваться на несделанном, чем на том, что мы довели до конца. Почему же это возникает? И есть ли способ бороться с таким неприятным феноменом? Расскажет психолог. Куда утекает энергия или как оставаться эффективным? Часто мы замечаем, что наша энергия утекает как будто бы сквозь пальцы вместе с ворохом незавершенных дел и с чувством вины, которое мы по этому поводу испытываем. В психологии этот феномен называется феномен незавершенных дел или эффект Зейгарник. Опытным путем Блюма Зейгарник доказала, что незавершенные действия вызывают тревожность и мешают нам заниматься повседневными делами. Если вы от этого устали, предлагаю сделать следующее. Составьте список дел, которые вы откладываете, но которые сделать необходимо. Разделите его на два столбика. В первом столбике напишите дела, которые вы можете сделать за 5-10 минут. А во втором столбике дела, которые требуют большего количества времени. Посмотрите на первый столбик и подумайте, что из этого вы можете сделать прямо сейчас. Например, навести порядок на рабочем столе. Каждое дело из второго столбика разделите на мелкие шаги. Таким образом, они перекочуют в первый столбик. И работаем с ними точно так же, с этими шагами. Как только вы первые шаги сделали, не забудьте себя похвалить, может быть, даже как-то наградить. Не стремитесь делать все и сразу. Здесь суть не в этом. Главное укрепиться в мысли, что нет незавершенных, нерешаемых проблем, а есть четкий план действий. Конечно, эта техника не избавит вас от рутины, но поможет вам научиться не откладывать дела в долгий ящик. Пусть все ваши дела к концу этого дня будут завершенными, и тогда ничто не заставит вас переживать. В эфире была программа «Студия 11». Меня зовут Андрей Кабишев. Пока-пока.